Руслан Федорович, расскажите нам о проделанной работе вами, вашей командой в 2023 году. Уважаемый Аслан Георгиевич, как известно, столица нашей страны, город Сухум, ей более 2500 лет. У нас 27 квадратных километров площадь. Население по переписи 2011 года 65 тысяч. По разным данным, у нас сегодня в городе проживает порядка 70 тысяч человек, из которых, у нас порядка 11 300 это пенсионеры, из которых 8 039 получают российскую пенсию, в том числе, как и абхазскую, и порядка 3300 получают только абхазскую пенсию. У нас порядка 9429 детей учатся в школе. Это на 616 человек больше, чем в прошлом учебном году. У нас в детских садах сегодня 2150 человек. Это на 153 ребенка больше, чем показатели 2002 года. Юридических лиц действует на территории города 1174, в которых трудятся более 10 тысяч человек. Индивидуальных предпринимателей у нас 3740, в которых, по нашим данным, трудится 1640 человек. Если брать еще и тех, кто работает в республиканских органах, местных органах самоуправления, в местных администрациях и так далее, то у нас в республиканских органах трудятся 5, учитывая, что они в основном сосредоточены в городе Сухум, 5700 человек. Администрация города работает какими силами? У нас в штате 139 человек работает в аппарате администрации города. У нас 16 муниципальных учреждений, в которых трудятся более 3000 человек, и 13 муниципальных унитарных предприятий, где трудятся без малого 1300 человек. Итого, по администрации города Сухум работает 4600 человек. Там еще с хвостиком. Итого, если мы берем все данные занятых населения, у нас трудоспособного населения в городе 38,5 тысяч, это наши данные, данные из статистики, то занятых у нас 25 908 человек, что составляет 67% от трудоспособного населения. Если брать в разрезе 2022 года по сравнению с 2023 годом, рост занятости у нас 5%. Это порядка 2000 человек, то есть 2000 человек нашли себе рабочие места. За отчетный период в администрацию города поступило 6739 писем, заявлений, и так далее, из которых исполнено 5215, 1112, по которым даны промежуточные ответы ввиду неукомплектованности документов, и более 400 заявлений находятся на рассмотрении. За указанный период выпущено 1439 распоряжений главы администрации города. За отчетный период отделом архитектуры выдано разрешение на строительство 129, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 24, введено в эксплуатацию 18 объектов полноценно, выписано 24 ограничительных документов уведомления об остановке строительства, там были нарушения или самострой. Проведено 3 заседания градостроительного совета. Что касается земельных вопросов, выпущено 279 распоряжений главы администрации о закреплении земельных участков. Они включают в себя как жилой фонд, имеется в виду частные дома, так и коммерческие объекты. Активность пошла по жилищному фонду, потому что, учитывая, что и собственники жилых домов, как и многоквартирных домов, обязаны платить земельный налог, а без государственного акта точно вывести цифру земельного налога, и поэтому пошла активность в этом смысле. Выдано всего 320 государственных актов за 2023 год. Проведено 13 заседаний земельных комиссий. Бюджет 2023 года вначале был принят в размере 1 миллиарда 428 миллионов рублей. Но так как на конец 2022 года нам удалось сэкономить и перевыполнить бюджетные показатели, мы зашли с запасом 183 миллиона рублей, которые были также перераспределены в 2023 году. В итоге мы получили по доходам 1 миллиард 975 миллионов, по расходам 2 миллиарда 158 миллионов. Это фактически цифры на 1 января 2024 года.
Что они включают в себя? Межбюджетные трансферы 2023 года составили 106 миллионов рублей. Это те, которые идут на доплату заработных плат значит, отдельным категориям. Так? Вот, 32 миллиона рублей – это дотация из резервного фонда президента, вот, которые были потрачены на разного рода выплаты. Это стихийные бедствия, значит, восстановительные работы, прямая адресная помощь и так далее. 284 миллиона рублей были направлены на компенсацию жителей по улице Надзадзе по аварийному дому. Ну, это вообще первый прецедент такой, Аслан Георгиевич, чтобы такая компенсация была выплачена. Вот. Но еще там 3 значит, собственника ожидают оплаты ввиду разных причин, неготовности документов, но по согласованию с Кабинетом министров мы в этом году этот вопрос закрываем. Итак, доходная часть бюджета выполнена, если все брать консолидированные платежи, на 107%, а если брать собственные доходы администрации города, выполнена на 110%. Это с учетом того, что мы 90 миллионов 2023 года перевыполнения также были перемещены в доходную и расходную часть. То есть, если складывать, на самом деле мы там 250 миллионов превысили в 2023 году поступление в бюджет города собственных доходов по сравнению с 2022 годом. На 250 миллионов рублей стало больше. Стало больше, да. Это составляет 118% по отношению к 2022 году. Бюджетные показатели таковы. Специальный налог 125%, патентный налог 134%, налог на имущество 166%, налог на прибыль 103%, подоходный налог 109%, земельный налог 150%. Он обусловлен тем, что еще вот как бы усиливается работа. Да? И акцизы выполнены на 135%. Выполнено по расходной части. Всего, значит, по администрации города, с учетом всех подразделений, бюджет по расходной части выполнен на 99%. Сейчас немножко детализирую. Администрация города 99,5%, Сухумское городское собрание 100%, здравоохранение 99%, образование 100%, культура 98%, соцобеспечение 98,8%, управление финансов 97%, КРУ 98%, резервный фонд использован на 97%, молодежь и спорт на 98%, ветеринария на 73%, санитарно-эпидемиологическая служба 97%, управы профинансированы с 1 по 5 на 98%. БТИ использовало свои возможности на 87%. Муниципальное учреждение горстрой выполнен бюджет, то есть по расходной части на 97,5%, и горсервис выполнен на 100%. Я, как уже сказал, общий процент выполнения по расходной части составил 99%. Уважаемый Аслан Георгиевич, также у нас есть расходная часть по резервному фонду главы администрации города. Всего израсходовано 32 миллиона рублей. Это та сумма, которая была согласована с городским собранием. Значит, подразделением администрации города, муниципальным унитарным предприятиям и разного рода, значит, да, другим еще мероприятиям, как, допустим, покупка запчастей или там, когда раньше сезона выпадают такие условия, когда приходится зелень докупать, чтобы высадку производить, ну и так далее. Подразделениям выделено, значит, 15 миллионов 654 тысячи. Сторонним организациям в виде материальной помощи, это матеря погибших, разного рода федерациям, спортивным и так далее, 2 миллиона 720 тысяч рублей. Материальная помощь физическим лицам, 397 адресов, выделено 6 миллионов 821 тысяча. Материальная помощь инвалидам войны выделена в размере 7 миллионов 122 тысяч, учитывая, что у нас был юбилейный год, 30-летие Победы, освобождение столицы, Новый год и так далее. Вот мы ни одну знаковую дату не оставили без внимания наших участников войны и инвалидов в том числе. Итого, как я уже сказал, израсходовано 32 миллиона рублей. Еще хотел бы ваше внимание здесь заострить на том, что нам удалось купить в 2023 году 15 единиц специальной техники и оборудования на 61 миллион рублей. Мы практически обновили парк, который возит мусор в город Гал и по городу, который отрабатывает. Вот. Ну и некое такое специальное оборудование, которое помогает нам работать в коммунальной службе. Какие работы выполняются? Прежде всего, надо сказать об инвестпрограмме. Какое количество мероприятий заложено было 23-25 в инвестпрограмму. Значит, их всего 8 по городу Сухум. Могу перечислить. Капитальный ремонт улицы Басари ожидаем начала. 2004-2005 год. Занимается управление капитального строительства. Строительство детской больницы. Там сумма 650 миллионов рублей. Планирует управление капитального строительства в этом году приступить к работам. Такая у нас информация. Капитальный ремонт по улице Когоня. Работы ведутся. Они на стадии завершения. Благоустройство тротуаров по улице Джонова
ближется к завершению. Сумма там у нас 24,9 миллионов рублей. Благоустройство улицы Гулия 26 миллионов 386 тысяч. И благоустройство улицы Абазинская 35 миллионов. Вот эти три улицы, это там, где нам удалось по инвестпрограмме поменять все коммуникации, установить новое асфальтобетонное покрытие. То благоустройство, которое сейчас я перечислил, это касается тротуаров, бордюров и так далее. Работы ведутся на стадии завершения. По улице Воронова работы выполнены, как вы знаете, да, выложен новый асфальт вот, и так далее. Итого по инвестпрограмме планируется по городу Сухум 1 миллиард 5 миллионов рублей. Это программа 2023-2025. Мероприятия, которые профинансированы Кабинетом министров и Резервный фонд президента. Я могу перечислить их, на самом деле, много. По линии Кабинета министров, то есть Управления капитального строительства, выполнено 26 мероприятий на сумму 113 миллионов рублей. Из резерва президента выполнено 3 мероприятия на сумму 13,5 миллионов рублей. Уважаемый Аслан Георгиевич, у нас в городе Сухум проводится 10 крупных инвестиционных проектов. Некоторые 1-2 в стадии заморозки, это такой, как, допустим, торговый центр на Красном мосту, с владельцами связываемся, они все ссылаются на, значит, отвлечение инвестора по специальной военной операции. Все остальные на стадии работы или завершения. Могу сказать так немножко детально. Да? Гостиница «Ривьера» по улице Акиртава 100% готовность, подали документы на акт ввода в эксплуатацию, на днях мы его введем в эксплуатацию. Санаторий Сухум и Сухумский. Это ПВО, МВО. Значит, инвестировано 1 300 000 1200 койко-мест. Ожидаем инвестиций порядка 1 миллиарда рублей, которые будут инвестированы дополнительно в жилой, ну не в жилой, в смысле в гостиничный, значит, номерной фонд, а также устройство бассейна и так далее. Как вы знаете, мы с ними ведем переговоры по предоставлению им права пользования частью набережной после установленного нового моста по правой стороне, значит, на оказание пляжных услуг. Мы ожидаем решения правительства, веду переговоры с инвесторами, они готовы, все предварительные договоренности есть, ждем решения, как только выйдет решение, так мы тут же сразу им предоставим это право. Вот в этом году они должны были ввести в эксплуатацию, планируют несколько корпусов, правильно? Да. Они в работе, ну, стараются к началу, ну, я думаю, что к концу сезона, ну, в принципе, не так. Они, значит, организовали 150 рабочих мест только на этом объекте. Вот. Нет, там, где задействована гостиничная часть, которая работает, у них 150 человек в активную часть сезона. В межсезонье, ну, где-то на 50% меньше. Вот как-то так. Гостиница «Гранд Отель» по улице Читанава, объем инвестиций 180 миллионов, он введен в эксплуатацию. Торговый центр, я вам сказал, жилой комплекс «Апра», он готов, ожидает, это по улице Воронова жилой дом, он 100% готовность, вот на днях будем вводить в эксплуатацию. Средства размещения апарт-отель «Акватория» по улице Читанава, стадия ввода в эксплуатацию, ЖСК «Лайтхаус» на улице Адлиба, котлован вырыт, там сроки подвели немножко, сейчас мы подали документы в Кабинет министров для продления сроков, значит, использования. ЖСК «Колумбиана», это улица генерала Аршиба, 1 миллиард рублей. Работы начаты, работы коммуникационную часть они завершают и уже скоро будут выходить на площадку. Котлован пока не выкопали, только коммуникации подвели. Вот. Ну, так, там вопрос, в принципе, как все согласование. Колумбиана. Ну, как назвали, но предприятие называется Колумбиана. Как назовут комплекс, пока не знаю. ЖСК «Прогресс» по улице Воронова, 20, объем инвестиций порядка 1 миллиарда. Это на месте бывшей бани. Вот. ЖСК Dream House, улица Ардземба, объем инвестиций 80 миллионов. Это угол Аршиба и улица Ардземба. Там видно, первый этаж подняли, работы ведутся. Теперь немножко про планы. Да? Там у нас есть ряд предприятий, которые планируют построить отели, апарт-отели. Это в районе Красного моста, на месте гостиницы «Нарт», бывшей Тбилиси, на месте торгового центра ЦУМ и так далее. Общий объем инвестиций планируемых 5 миллиардов рублей. Значит, документы где-то уже готовы, где-то на выходе и так далее. В этом году приступят к исполнению. Администрацией города Сухум также были проведены 169 мероприятий по восстановлению и ремонту на сумму 327 миллионов рублей. Из них административных объектов 19, детских площадок 17, они новые все. Коммуникация отремонтирована по сметам, то есть есть текущие работы по коммуникациям, я уже много раз говорил, от 3 до 5 аварий в день. Да? Но из крупных выполнено 8 мероприятий на сумму 12 миллионов рублей. Литерные объекты, они известны, это фуникулер, это парк Сказка, это Красный мост, это набережная и так далее. 52 миллиона рублей, Аслан Георгиевич.
Многоквартирные дома, 45 мероприятий, это дворы, подъезды, крыши и так далее, на сумму 37 миллионов рублей. Общестроительные работы, также которые относятся к коммуникациям и так далее, выполнены их в количестве 20 у нас на 12 миллионов рублей. Остановки у нас новые по вашему поручению, было поручение, 14 новых остановок на сумму 7,5 миллионов рублей. Они выставлены, работают. Еще помимо этого 10 остановок восстановлены, реконструированы. Подпорных стен после стихийных бедствий их было немного, там 2, но, кстати, на стадии подхода у нас еще 4 подпорные стены, которые угрожают домостроениям, но это планы 2024 года. И ремонт квартир, 2 квартиры муниципальные нам пришлось отремонтировать, было ужасное состояние, на 900 тысяч рублей. Всего, еще раз говорю, 169 мероприятий, они у меня в виде реестра есть, если потом я вам их оставлю, на 327 миллионов рублей. Эти деньги все 100% города Сухум. Это тот переходящий остаток 183 и то, что мы запланировали изначально в 2023 году. Немножко об экономических показателях, тоже, чтобы было представление. Значит, товарооборот по городу Сухум установлен на 2023 год был 46 миллиардов 100 миллионов. Он разницу дает в 2023 году 13 миллиардов рублей. За 13 миллиардов по сравнению с 2022 годом, да. Товарооборот выполнен и перевыполнен. В итоге мы получили товарооборот 47 миллиардов 103 миллиона рублей. Исполнение 102,2%. Ну, разница в 13 миллиардов тоже существенная, да? И у нас почти 30%. так точно. Вот. И на 2024 год у нас 52 миллиарда. Ну, будем надеяться, что исполнение будет. Значит, по туризму у нас выручка в отрасли по городу Сухум составила 477 миллионов рублей. В 2023 году 390 миллионов рублей. То есть рост по услугам туристической сферы присутствует от 390 до 477, 22, ну 122%. Вот. У нас в городе 113 объектов, из которых 4000 койко-мест, 4032 койко-мест, из которых 98 объектов это коллективного размещения, ну и дальше маленькие, значит, гостевые дома и так далее. Обезьяний питомник посетило 38 тысяч человек, и ботанический сад посетило 41 тысяча человек. Вот такая картина вкратце, если по туризму. Беслан Анатольевич, я поручал вам подобрать маршруты для тех, кто хочет вести спортивный образ жизни, обустроить несколько тренажеров в рамках нашего города, потому как физическая культура – это здоровый образ жизни, это хорошее настроение, это полноценная и красивая нация, та, которая занимается спортом. Что в этом плане сделано? Уважаемый Аслан Георгиевич, в рамках вашего поручения, значит, было дано рабочее поручение, так скажем, нашим структурам, отделу, значит, молодежи и спорта. Идея, конечно, была воспринята с большим, как говорится, удовольствием. Отработали 4 маршрута по городу Сухум. Самый короткий – это 1 километр, самый длинный – 8,9 километров. Где подключены, конечно, вся наша набережная. Отдельный маршрут есть по новому району даже. Конечно, маршруты включают в себя и гору нашу фуникулер, также и до конца, значит, до границы города Сухум, до реки Киласур. Вот, 4 маршрута находятся на данный момент на согласовании в администрации города. Я вам могу вот эскизы предоставить. Вот, и я с вами хотел обсудить тоже, если вы одобряете наши эти действия, тогда мы будем двигаться дальше и планируем летом провести уже в плане мероприятия проведение данного спортивного мероприятия. Спасибо вам за такую очень быструю реакцию. Я думаю, что это очень понравится нашим горожанам. Это станет излюбленным местом для наших молодых людей и для гостей города. Не то чтобы я одобряю, я настаиваю на том, чтобы все это было сделано в сжатые сроки, обустроить, потом по мере уже и дальше можно обустраивать. Это такой процесс, который, скажем так, можно доводить шаг за шагом до совершенства. Спасибо за такую работу. Уважаемый Аслан Георгиевич, нам удалось за счет тех показателей, которые у нас были в 2023 году, планировать бюджет 2024 года. Мы запланировали рост заработной платы всем муниципальным служащим, которые не получают российских дотаций, на 100% поднятия заработной платы. То есть если мы доплату к зарплате производили за счет премиальных,
то сейчас это уже будет стопроцентная зарплата, и уже с суммированной зарплаты в 100% с увеличением добавляем еще 30% премиальных. Поэтому теперь мы можем говорить, что это близко к той, так скажем, достойной зарплате. Там от 20 тысяч и выше. А то у нас было там и 5, и 6, и 8 тысяч рублей, и требовать какое-то качество работы не приходилось. Поэтому это составило по расходной части 113 миллионов рублей. И мы считаем, что мы на этом не должны останавливаться. И если этот год мы будем завершать успешно, как и 2023 год, то мы еще раз будем посмотреть на эту ситуацию для того, чтобы поднять заработную плату муниципальным служащим. А также хотел бы вам отдельно доложить, что нам удалось по отдельным категориям граждан, которые администрация города ведет самостоятельные выплаты, выйти на какие показатели. Допустим, в 2020 году, когда мы начинали работать, такие категории, как круглые сироты, получали 1000 рублей в месяц. Сейчас, с учетом того, что мы один раз это уже поднимали, по эту выплату было 1500 рублей. В 2024 году мы увеличили на 100%, будет 3000 рублей. Да, это небольшие цифры, но когда это суммируется уже в бюджетный показатель, то там я потом вам сумму отдельно назову. Многодетные семьи, начиная с выплаты с 400 рублей по 600 рублей за каждого ребенка, а сейчас от 1000 рублей до 2000 рублей, это от 3 детей и выше за каждого ребенка, то есть если 3 детей, то по 1000 рублей, и так далее. Максимальная планка 2000 рублей. Одинокие матери, в 2020 году им была предусмотрена выплата ежемесячная 400 рублей, сегодня мы довели эту выплату в 2024 году 2000 рублей. Уход за инвалидом с детства в 2020 году начинали 600 рублей. Сегодня это тоже 3000 рублей, и уход за инвалидом с детства до 16 лет также из 1000 рублей поднялись до 3000. Из-за рождения ребенка в 2020 году у нас было 5000 рублей, потом мы подняли один раз до 7500 рублей. Сегодня в 2024 году это уже 10 тысяч рублей. Поэтому это все городские возможности и так далее. Это доплата к тем категориям, которые как раз-таки находятся в таком, скажем так, не совсем обеспеченном состоянии. Еще у нас есть планы по развитию города, если говорить о возможности экономического роста, возможности для городского бюджета, занятости населения, экономического развития. Я вам как-то уже докладывал, что мы планируем предложить нашим партнерам, нашим городам-побратимам, мы уже эту работу ведем, на месте мусорной свалки в Маяке организовать особую экономическую зону. Там две категории привлечения инвестиций. Это саму инфраструктурную часть для подготовки, и дальше это те, которые предприятия захотят размещать свое производство, в первую очередь производство на территории города Сухум. Предварительные переговоры для тех, которые хотели бы разместиться, у нас уже есть. Мы провели ряд круглых столов, переговоров. Нам очень сильно помогают наши города-побратимы, которых у нас 23. И в этом году мы собираемся расширяться в этом плане. У нас на выходе подписание с Санкт-Петербургом, с Грозным, с Дамаском, с Луганском и Донецком и так далее. Это все планы 2024 года. И в рамках этого взаимодействия нам предоставляются такие возможные площадки с бизнес-сообществом тех или иных городов, которые, в принципе, проявляют активность и готовы участвовать инвестициями в производственную составляющую в том числе. Площадок таких в городе нет. Единственное, куда наш взор пал, это на мусорную свалку, и нам надо сейчас думать, я потом подготовлюсь более детальнее, пока еще все это в таком наработанном состоянии, и приду к вам, буду формулировать предложения. И еще, Аслан Георгиевич, хотел вам доложить те возможности, которые были у города с 2020 года, как мы двигались по увеличению бюджета структурных подразделений социального блока. Допустим, на здравоохранение в 2022 году с 22 на 23 год мы подняли бюджет на 21 миллион, с 2023 года по обеспечению 2024 года еще добавили 30 миллионов рублей исполнения в этом году. На образование в 2022 году нам удалось добавить 59,8 миллионов рублей, в 2024 году мы еще добавили 51 миллион рублей. На культуру у нас было один раз повышение было 2022 на 2023 год 9,2 миллиона рублей. В этом году добавляем 10,5 миллионов рублей. Добавили вернее уже. И спорт и молодежь мы добавляли с 2022 года 2023 год 5,6 миллионов рублей.
в этом году 7 миллионов рублей. То есть социальный блок мы тоже стараемся подтянуть. Немалое количество мероприятий, только по спорту и молодежи у нас 53 мероприятия прошло в 2023 году, там порядка 23 в городе, остальные на выезде. В принципе, ребята добиваются хороших результатов и так далее, поэтому будем поддерживать. Также наверняка вам известно, что мы ведем периодические работы в наших больничных медучреждениях, в образовательных учреждениях. И еще хотел вам доложить, что по согласованию с городским собранием в этом году больших инфраструктурных проектов, наверное, мы делать не будем, только текущий ремонт и вот отдельные островки. Основные усилия будем направлять на ремонт в детских садах и школах. Вот такое у нас направление. Я думаю, что это будет хорошей новостью для наших учеников, для родителей, для учителей в том числе и воспитателей. По вашему поручению оперативные штабы по борьбе с майнингом и незаконными подключениями ведется, она не останавливалась. У нас проведено 21 заседание, на котором по докладам и собранным оперативным группам, которые отработали, у нас есть информация, что удалось выявить. За весь период проверено 1571 дом, 1540 домовладений, 661 подвал и крыш. Выявлено, у нас 1906 единиц майнинг-машин, составлено 127 актов. Всего в мероприятии, с 2021 года по 31 декабря 2023 года выявлено 2037 единиц. Только за 2023 год, на самом деле, ребята работают, и абсолютно точно могу сказать, что крупных ферм, каких-то там 20 штук, 30 штук, мы уже это относим к крупным фермам, в городе Сухум, их мы думаем, что нет. Да? Все те места, где раньше стояли, они постоянно находятся под нашим контролем, имеется управление внутренних дел, домоуправление и так далее. Всего 46 машин было выявлено в 2023 году, которые также были изъяты. По городу Сухум у нас абонентская база, если в целом об энергетике, да, тут есть интересные цифры, 26 650 – это частные абоненты, и 1900, это из которых 300 индивидуальные предприниматели, и 1600 юридические лица. За отчетный период было начислено 569 миллионов рублей, юридическим лицам было начислено 154 миллиона рублей и физическим лицам 415 миллионов рублей. Оплата за 12 месяцев составила 231 миллион 349, что составляет 41%. Но мы в 2024 году, по вашему поручению в том числе, мы заплатили за долги 2023 года 47 миллионов 111 тысяч. Если мы их посчитаем как уплата за 2023 год, то выйдет 49%. После того, как начал работать оперштаб, и все были предприняты меры по вашему поручению по всей стране, понятно, по городу Сухум в том числе, вот такие цифры интересные. Потребление в 2021 году за 12 месяцев по городу Сухум составило 619 миллионов киловатт-часов. 619 829. Потребление в 2022 году 581 миллион киловатт-часов. Потребление в 2023 году составило 506 миллионов киловатт-часов. За отчетный период по сравнению с 2022 годом сократилось на 75 миллионов киловатт-часов. А по показателям 2021 года 113 миллионов киловатт-часов сокращения потребления по городу Сухум. Теперь интересные цифры по потерям. Как известно, наши сети находятся в плачевном состоянии. Мы готовим большое техническое задание для того, чтобы сформулировать предложения для возможных инвестиций в городе. С этой целью даны поручения и создана, так скажем, пока в формальной форме рабочая группа, которая отрабатывает. Почему я пошел на этот шаг, тоже вам сейчас расскажу. Я вам до этого отдельно докладывал, но цифры вещь упрямая. Да? Потери в сетях по городу Сухум в 2021 году составили 94 миллиона 208 киловатт-часов. Потери в сетях по городу Сухум в 2022 году составили 111 миллионов 328 киловатт-часов. Потери в сетях в городе Сухум в 2023 году составили 123 миллиона 730 киловатт-часов.
Это говорит о том, что это 20%. 20%. А насколько эти цифры корректные? Аслан Георгиевич, это те цифры, с которыми работает Черноморэнерго, с которым работает Энергосбыт, с которым работает вообще, строится вся долговая масса, выпущенная и так далее. Да, отфиксировано где-то на входящих счетчиках, то, что дошло до потребителя и так далее. Мы других цифр, как говорится, ни у них, ни у нас нет. 20%. Это насколько больше нормативных потерь? Сейчас я вам скажу. Значит, норматив максимальный 7%. Считается от 5 до 7 это нормальный норматив. Это тогда, когда значит, сети в нормальном, не в новом состоянии, в нормальном состоянии, то норматив составляет 5-7%. Предельная 7, так точно. Поэтому я, поизучав вопрос, немножко углубившись, мы вот подумали, надо провести все-таки глубокий технический аудит. У меня есть общая справка, я вот как-то говорил, в общественной палате была встреча у нас, общая справка есть, что нам нужно в энергетическую систему города Сухум, чуть более миллиарда рублей. И еще на специальную технику, для того, чтобы ее обслуживать, порядка 120 миллионов рублей. То есть, если потом посчитать еще сметы, все положенные начисления, 1 300 000 000, 1 400 000 где-то так. Но, значит, по последним данным, так, это вот крайняя необходимость, как было сказано мне, энергетиками. То есть, я поэтому и вам тоже докладывал, сказал, что давайте сделаем технический аудит. И я эти деньги я согласовал с городским собранием, мы обязательно сделаем и положим готовый документ на стол, чтобы было понятно, сколько же нам денег для того, чтобы избежать вот таких серьезных потерь, Аслан Георгиевич. У нас в городе Сухум, значит, установлено 13 тысяч счетчиков контроля и учета электроэнергии. Работа над платежами ведется. Есть должники, мы ведем постоянную работу. Там, где установлены приборы учета потребления электроэнергии. 86%. По городу Сухум 86%. Аслан Георгиевич, если разрешите, немножко про планы, да? То, что было, мы вот ставите вопросы перед нами, самое главное, социально-экономические показатели, и мы как к этому относимся, и к чему мы, каким цифрам выходим, да? Первое, наверное, самое главное, что нам всем вместе удалось поднять рост занятости. Я уже говорил про эти 5%, 67%. Рост товарооборота, о которых мы говорили, там 33 против 46, да, 13 миллиардов рублей. Увеличение собственных доходов в бюджет города Сухум. В 2018 году бюджет города Сухум составлял 1 миллиард 76 миллионов рублей. В 2018. Исполнение было 98%. В 2019 году бюджет города составлял 1 миллиард 111 миллионов, исполнение было 98%. В 2020 году 1 миллиард 106 миллионов рублей, это был ковидный год, когда мы еще приступили в мае к работе 93%. Аслан Георгиевич, с 2021 года исполнение бюджета по городу Сухум по собственным доходам менее 110% плюсовых не завершали мы. И мы с 1 миллиард 100 2020 года пришли по доходной части, вот 2024 год, я думаю, что мы его тоже будем перевыполнять, 1 миллиард 740. Вот. Это по 200, по 300 миллионов в год. Я уже вам давал цифру, что 2023 год мы закрыли 1 миллиард 975 миллионов по доходам и 2 миллиарда 158 миллионов по расходной части. В этот год мы зашли с запасом 159 миллионов рублей подушкой. Но если к ним добавить 90 миллионов, которые мы перераспределили в течение года, плюсом вышли 240 миллионов рублей. Я вот хотел бы немножко, если вы разрешите, по отношению к скептикам, которые говорят о том, что инфляция и все, это не инфляция. Это экономическая активность населения, раз. И, конечно, лучшее администрирование, которое есть. Все. В отношении тех, кто говорит, что это инфляция, они могли бы посмотреть несколько документов. Мы находимся в рублевой зоне. Так точно. Инфляция 7,2 официальная. Значит, вот за 3 года уровень инфляции мог бы быть 21%. Вот снимите это и получите реальный результат. Для тех, кто хочет так видеть картину. Конечно, это повышение качества администрирования и деловая активность. Это видно по разным источникам. Это видно по тому количеству обращений, которые есть в Минюст, какое количество компаний регистрируется. Это видно по банковской системе и по многим показателям косвенным. Это, Александр Анатольевич, хорошо, это труд ваш и ваших подчиненных, но впереди у нас огромная задача. Город Сухум в советское время был один из самых симпатичных городов, и практически все, кто бывал в городе, уезжал с таким очень хорошим впечатлением.
И эту историю надо нам вернуть уже в новом ее исполнении. Конечно, для этого нужны источники финансирования, для этого нужны деньги, это все понятно. Акцент надо делать на привлечение инвестиций. Инвесторы, как правило, это люди, которые добросовестно платят налоги. Это та опора, та сила, с помощью которой мы можем решить необходимое количество задач. Это первое. Инвестиции. Неплохо у вас получается. Все, что связано с историческим центром, с набережной, практически за исключением гостиницы «Абхазия», везде идут масштабные работы. Этот вопрос мы тоже решим рано или поздно. Далее, на что хотел бы обратить ваше внимание, город, услуги, которые оказываются в городе для наших гостей, качество этих услуг, соблюдение санитарных норм, с тем, чтобы у нас не было каких-то неприятностей, городские пляжи, их обустройство в плане безопасности для тех, кто купается, так, чтобы были специально обученные люди, чтобы инвентарь специально был. Далее, вот отели, которые сегодня начали функционировать, очень важно, чтобы там была должным образом налажена работа отдела безопасности. Везде, чтобы были люди, которые за это отвечают, чтобы они взаимодействовали с нашими правоохранителями во избежание преступных посягательств. Столица наша привлекала и будет привлекать гостей, и мы должны сделать ее комфортной. Обустройство, значит, таких знаковых мест, работу, которую вы начали по Сухумской горе. Эту работу надо продолжить. Надо, Беслан Федорович, как это мне кажется, генеральную уборку хотя бы начать проводить там, где хватает силы, деревья почистить от кустарников ненужных, все это, чтобы все это просматривалось, чтобы рука хозяйственно чувствовалась. Пока должно быть чисто хотя бы, а потом уже будет обустроено и так далее. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить и желаю успехов вам в 2024 году на благо служения нашей столицы и Абхазии в целом. Спасибо.